спереди какое-то отражение звука. Не понимаю, что, мол, спереди вот это вот. Это кабинет такой. Ну, если, конечно, там что-то высокое, вот до сюда где-то. Да, высокий. А если это просто стол, то я не услышу. Кабинет высокий. Вот здесь сейчас что-то будет. По-любому сейчас. Так, раз, два. Опа. Далер Курбаншоев. Увлечение. Музыка, компьютерные игры. Диагноз. Ринопатия недоношенных. Девиз. Всегда достигай своих целей и не сдавайся. Ну, если человек инвалид, то он может думать, что типа я такой, я сякой, я ничего не могу делать, кто-нибудь помогите. И он считает, что его надо пожалеть и все такое, но некоторые инвалиды, они же все равно что-то могут делать. Всем привет! С вами Курбаншоев Далер. Сейчас я буду играть в игру Mortal Kombat Complete Edition. Let's, как говорится, go. Опа, вот и я. Раньше, когда он был маленький, буквально, было там ему 6-7 даже вот лет, он не осознавал, что он какой-то другой, что он не такой, как все. И общался, он не понимал, вот что, почему там, вот если вот он разговаривает с ребенком, почему ребенок разговаривает с ним, и потом пауза, он же его не видит, а он поворачивался, допустим, мальчик или девочка, и вот он смотрел ему вот в глаза или вот там, вот проверял там, почему, вот как он, видит он или не видит он. Вот. И чем он становится старше, вот сейчас он уже говорит такие вещи, что очень жалко, что я не вижу. Или как я вам завидую, что вот вы, если мы идем на салют, ему очень нравится слушать. Но он не говорит, что слушаю, он говорит, что я вижу, смотрю салют. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие...» Ничем не отличается воспитание особенного ребенка и обыкновенного ребенка. Мне даже кажется, что вот у нас есть старший сын, ему уже 20 лет, и Далерчик. И было сложнее со старшим, когда он был в этом возрасте, чем с ним. Я не знаю, где это. Мы его не учили вот этому такту там, или вот какими-то этим правилам хорошего тона. Он вот как-то у него это вот само по себе развилось. Игра называется «Я такой». Чего? Окей. Да. Если ты хотел бы, чтобы у тебя это качество было, ты хлопаешь в ладоши, хлопни в ладоши. Значит, ты согласен, что хочешь, чтобы у тебя это качество было. Угу. А если А нет? если нет, ты закрываешь лицо руками. Эгоист. Храбрый. Есть. Я хочу быть храбрым. Так, лицемерный. Я хочу спасать людей. Зазнайка. Это когда ты звездок поймал, да? Ну да. Лживый. Ну, обмануть я не буду. Ленивый. А я уже такой, шах и мат. Я с Далером знаком, когда мне исполнилось 6 лет, я с ним виделся, и мы с ним дружим. Мы играем в догонялки, сначала догоняет меня он, потом догоняю я его. Или если он где-нибудь в другой комнате, я уже не узнаю, если он туда убежал и стоит тихо. Так, тут дверь будет. А нет, тут не дверь. Не надо уходить. Вон так. Опачки. Рамзан, не надо. Чё? Сначала не. Ты попробуй. Так, как там? Вот так. Рамзан. Ну давай я попробую. Стоп, что? Ты куда нажал? Ты
Куда нажал? Когда у них бывает свободная минутка, вот Рамзан с Далером, они часто встречаются здесь, и бывает даже мы бегаем по большому нашему спортивному залу. Раз таких возможностей у них нет, скажем так, заниматься в спортивном, каком-то кружке, потому что они выбрали музыку. И им очень становится увлекательно вот это вот все. Марьям, какие особенности есть у тебя? А у меня рисование хорошее. Так. Я хорошо рисую. Я двигаюсь, я люблю играть всегда мяч. Так. Люблю гонять мяч, в футбол Не играть. надо инвалидам унывать, расписать просто, что я такой, я бедный, несчастный. Надо как-то осваиваться в этом все. Пытаться что-то делать, даже если у тебя всякие инвалидные проблемы вот эти вот. Надо все равно попытаться двинуться хоть на шаг. Ну вот вы представьте такого человека, который никогда не ходил на конкурсе, нигде не это, просто сидел и все. Его вообще никто не знал. Вот как будто только его друзья и знали все. И он так и прожил неизвестным. Вот разве вам хотелось бы вот так вот? Мне вот нет. Далеру нравятся английские песни, мелодичные. Ну вот у него, конечно, его конек — это вот лирические песни, такие более медленные, более такие душевные. Ну и быстрые у нас тоже, конечно, в репертуаре имеются. Вот работаем, чтобы в разных жанрах он себя пробовал. С 4 лет я скачала программу «Английский язык для начинающих», и вот он как фоном он у него шел, я его включала, и он как фоном. И вот он слушал, сейчас он у нас спокойно разговаривает, свободно на английском языке. Он разговаривал, общался с взрослыми людьми из Бразилии, из Америки, с Аргентины в интернете. Я вижу себя в будущем хорошим таким программистом, который в перерывах пишет пьесы. И, может быть, даже их на концертах играет иногда. Наверное, я таким и стану. Я видел в самом-самом начале моего существования. Сейчас я уже ничего не помню. Я из своего раннего детства вообще ничего не помню. Было 8 операций у него.
Как бы ни один родитель не хочет сдаваться и не хочет верить в то, что нету возврата назад, что можно еще что-то исправить, что как бы... Ну, потом уже надо прийти к этому решению, что надо уже сказать себе «стоп». Потому что есть такие мамы, папы, которые... Я знаю таких родителей, которые делают по 15 операций, 18 операций. Они не думают о том, что ребенок, что у него с мозгами, что это влияет как бы на умственное развитие, что он... Одна операция – это 10 шагов назад в развитии ребенка. Поэтому надо вовремя сказать «стоп». Это я сейчас говорю по истечении 11 лет, такая вся умная, и вот говорю, что надо вот принять. Была истерика, были истерики, были что у меня, что у мужа. Мы, можно сказать, мы сидели и плакали вдвоем, потому что мы не знали, куда. Самое обидное, самое печальное, что когда тебе говорят, вот мы приехали в Уфу клиническую больницу, и когда мы стоим на руках с 2-месячным ребенком, и нам говорят: ваш сын слепой, идите, и все. И дверь закрывается, и больше ты не знаешь, куда дальше, как слепой, и что, куда. Вот. И вот это самое страшное, что они, может быть, сейчас уже что-то поменялось, но тогда было так. Кока! Кока! Опа! Вот она. Опа! Все, ждала нас, да? Что делала дома? Ну? Это для меня просто. Что я потерял зрение, но я все равно могу. Я же все равно могу петь, играть на фортепиано, ходить по дому, например, или по двору. Я вижу мир осязаемый, слушаемый, обоняемый. Сейчас же нормально у меня все. Значит, и всегда будет все нормально. Ну, когда-то что-то не так будет, но все равно надо двигаться вперед. А если просто стоять, то ты так ничего и не сделаешь.